как сказать, российцы. Тогда мы эти территории так само в Российскую империю входили, поэтому тут и пострадала больше всего Беларусь в Первую мировую. И вот Вилейская, в особенности территория Мядельщина, там в районе озера Нарочь. И вот здесь практически до самого окончания войны стояла линия фронта. И здесь вот следов Первой мировой войны очень много. И здесь у нас в районе есть сподвижник, художник Борис Титович, который как бы является председателем фонда памяти Первой мировой войны. И вот он восстанавливает эту память. Он не к тому, что не смотрит там россиец, он не россиец, русский, не русский. Они были солдатами. Людей, да. Они исполняли долг. И там и много и белорусов было, и различных национальностей. И вот он восстанавливает эти фамилии, и вот что удается восстановить, и мемориальные кресты, где памятники, там в Заброде целый комплекс мемориальный установлен. Ну вот именно здесь вот Иза, дворец, Любки, тут с участием также Станислава Марьяновича Суши, который спонсировал все эти вот памятники, он там подрабатывает в Америке. В Канаде? Нет, в Калифорнии. Он в Калифорнии, сестра у нас в Калифорнии с матерью, он на полгода уезжает в Америку, там деньги зарабатывает, потом тут на такие благие цели, на разные тратит. Ну а эти кресты тоже Титович специально заказывал, дубовые крестовки сделали, у них там целое много этих крестов, и вот везде устанавливали. Где металлические устанавливали, где такие дубовые. Ну и вот это установлено здесь, это 4 человека, которые захоронены. А там спецслужбы. Ну и сам еще новые. Ну и еще новое, вот в музее, там мой коллега раньше в музее работал, он занимается тоже чисто Первой мировой войной практически. Вот он устанавливает эти фамилии. В Вилейке, это вот часовня, которую поставили, там около 400 фамилий установили, которые захоронены на Вилейском кладбище. Хотя их уже следов не осталось на самом кладбище, одна могила только осталась. И то он перевезенный был, вилейчанин, который погиб на Нарочи. Ну вот такая, можно сказать, связь времен, восстановление памяти. Чтобы помнили, что ужасная такая война была. Ну и тут по преданию, может дядя Гена расскажет, тут эти тыловые части стояли, им когда привозили деньги расчет солдатам, золотом рассчитывались, да? Нет, я не знаю. Ну я слышал, что рассказывали, что вот продовольствия не хватало. И мародерничать там, кажется, по страхам смертной казни нельзя было, поэтому солдаты вот за золотые меняли на хлеб. Бывало, что еды не хватало, и вот это золото меняли на хлеб. И тем более не особо все там знали, все воевали то деревенские, золото они никогда-то в жизни не видели, а тут им привозили расчет золотом. Ну, монеты, они думали, а золото-то ввели в конце 19 века. Это вот еще при министр финансов Витте, когда был, он ввел золотую монету, чтобы стабилизировать финансовую систему российскую. И это только в городах золото оно ходило. Но рассчитывались с войском золотом. А для солдатов что? Ну, блестяшка. Они этим золотом рассчитывались. И у многих местных жителей это вот золотые монеты, наверное, сохранились. Эти там пятаки, десятки, 15 рублей. А гэта гільзы таго часу? Или гэта какие-то... Да, это того, да, в основном и вот шрапнельный снаряд. Все это, ну, они как бы так... А что там в самом низе? Где? Нечто круглое такое. Что? В самом снаряде? Не, ну побач. Вот этого? Вот это? Это заводной механизм, это шрапнельные снаряды, они взрывались в воздухе, там такими шариками. Это, говорится, тоже такое дьявольское оружие было, очень боялись, от него не скрыться было. Даже если ты ложишься, он разрывался в воздухе там на высоте метров 20-30. Ну, это заводной механизм, была такая специальная головка. И
эти шарики, там до 1000 шариков было в одном снаряде. И эти шарики разлетались в разные стороны, поэтому очень такая поражающая сила большая была. Ну, такое убийственное было оружие. Ну, страшнее, чем обычно даже артиллерийский обстрел. Потому что от того можно было спрятаться в окопе, а этот, если в воздухе разорвался, то он бил куда попало. Вон там, за леском, вот это стоял. Ну да, здесь много очень. Я уже не помню Там по граница была. по наименованиям. Тут вторая русская армия, потом они менялись, передислоцировались. А дело в том, что я как-то читал письма, воспоминания тех времен. Ну там даже вот местный житель там с Баровцев, вот он писал письма, и он был на переформировании полка, так он просился быстрее бы на фронт. Так их муштровали на этих учениях, что вот они в 5 утра вставали, до 11 вечера они падали на кровать. Говорит, мне это муштра, говорит, я лучше пойду на фронт, буду в этом окопе сидеть, хоть какое-то развлечение, чем вот это одно единообразное марширование и подготовка. И постоянно переформировывались они там. Ну, Через 1,5 месяца, тут по-моему, только- отводили с фронта. Не, ну полк выбивался частично, и его тогда отводили в тыл на переформирование, и новые. И постоянно новые подводили, поэтому тут нужно большим специалистом быть, чтобы все это проследить, где, что, какие полки тут проходили, что, кто